Дорогие друзья, мы открываем новый цикл передач «Промышленный туризм». Это одно из интереснейших направлений туризма. Сейчас мы находимся в Республике Саха-Якутия на реке Лена. Это великая река, которая протяженностью 4500 километров. Ширина реки около города Якутска составляет 7 километров. И, конечно, Якутия очень интересна в части промышленности. Мы вам расскажем очень интересных фактов. Глубина промерзания составляет до 2 метров. И поэтому обязательно мост должен выдержать такой ледоход. В данной передаче мы расскажем про выморозку, которая происходит на реке Лена. Расскажем про Алроса, расскажем про Эльга-Уголь. Здесь очень много интересных фактов. Смотрите. Вау! Как... Заменили полностью левый борт, все подвороты. В основном у нас идут чиры. Прежде всего якутский нож. О, здесь даже есть юкола. Население Якутии Республики составляет более 1 миллиона человек, а в городе Якутске население составляет более 360 тысяч человек. Город Якутск расположен на берегу реки Лена, в долине под названием Туймада. Река Лена всегда играла большую роль в жизни всего региона. Считается, что тюркоязычные предки народа Саха проникли в центральную Якутию из Прибайкалья именно по реке Лена. Летом здесь очень оживленно. Ежедневно ходят паромы, которые переправляют людей и грузы с левого берега реки Лена на правый и наоборот. Пока Ленский мост еще не построен, это единственный способ передвижения в летние месяцы. А еще по реке курсируют экскурсионные теплоходы «Демьян Бедный» и «Михаил Светлов». Туристы совершают как короткие прогулки на пару дней, так и двухнедельные путешествия за Северный полярный круг. Речные круизы – это, пожалуй, самый удобный вид путешествия по Якутии. На комфортабельных теплоходах можно посмотреть величественные Ленские столбы или доплыть до Дикси, самого северного порта России, который также называется «Морские ворота Якутии». За год общее число пассажиров Демьяна Бедного и Михаила Светлова превышает 11 тысяч человек. Мы находимся на речном порту города Якутска, где в самые холода, в суровые якутские зимы происходит выморозка судов. Андрей, очень интересно, для чего делается выморозка? Выморозка у нас делается для того, чтобы нам осмотреть, если потребуется ремонт, отремонтировать винтно-рулевой комплекс. Для того, чтобы сменить обшивку судна. Ну, если небольшие объемы там, то мы это делаем во льдах. Это делается только в Якутии? На бассейне реки Лена это делается везде. И какой получается глубина? Ну, это зависит от осадки судна. Это называется майна? Майна, да. Майна, она глубиной получается где-то 2... Разные майны бывают. Бывает до 3 метров. Это на реке Лене? Да, на реке Лене. Бывает до 3 метров. Бывает всего 1,5-метровые. Все от осадки судна зависит. Габаритов и осадки. Вау! Какой лед! И вот мы находимся на дне корабля. То есть это видно дно корабля. И вот это ремонтируется. Днище корабля мы видим. Здесь ремонтируем насадки поворотные, валы, винты. Это стабилизаторы, это перо руля и все такое. Вот для этого эти майны делаются. Чтобы осмотреть, чтобы не было поломано. Он уже полгода ходит. И потом все лето у нас корабли ходят без ремонта. Да. Зимой ремонтируют, а летом мы катаемся. Не катаемся, работаем. Работаем. Получается, что зимой идет очень большая работа подготовительная. Да, подготовительная к весенним ремонтным работам, да, идет выморозка. Начинается с середины ноября и заканчиваем в конце февраля всю выморозочную работу. То есть всю суровую зиму вы работаете, получается? Нам морозы и помогают для выморозки. Не было бы морозов, мы бы выморозки бы не делали таких объемов широких и больших. У нас температура воздуха достигает до минус 60, и в это время тоже люди работают. Работают, да. Да, и итог нашей работы прямо виден на лицо здесь. Да, вот теперь мы уже провели работы сварочно-котельные, уже заменили полностью левый борт, все подвороты. Этот теплоход у нас замена корпусов в круговую проходит по подворотам. Правый борт там на 50% уже выполнили.
То есть уже практически работы уже... Ну да, осталось пару недель, зиму. мы в бункер-базу уже все предъявим регистру, все работы, речному регистру. По традиции народа Саха мы обязательно должны покормить нашу землю, нашу реку. Кормим мы их оладушками. Их должно быть нечетное количество. Разное. По кругу, по солнечному кругу. Масло обязательно. И обязательно кумысом или вот якутский второй напиток, выпах, мы должны тоже... Ой, замерзл, что ли? Толщина льда здесь 2,5 метра. Лед выдерживает 40-тонные машины. Зимой до Ленских столбов можно как раз доехать по замерзшей реке Автозимнику. В этом году в национальном парке Ленские столбы впервые подключили подсветку в темное время суток. Необыкновенно красиво. 10 светодиодных фонарей подчеркивают всю красоту и величие этого места. Зима в Якутии – идеальное время и место для подледной рыбалки. Именно из рыбы, пойманной подледным способом, получается самая лучшая строганина. Ну, для нас, якутов, строганина – это главный продукт питания. О, тут крепко. Угу. Вот наш народ придумал прежде всего якутский нож. Вот. И этим ножом мы, конечно, строгаем рыбу. А эта рыба чир. Она водится в северных реках. Мы сейчас с вами посмотрели выморозку судов. Это очень тяжелая физическая работа. В минус 60 градусов люди работают на открытом воздухе. И вот сейчас мы пришли на открытый крестьянский рынок, который находится на вечной мерзлоте. Здесь тоже люди работают в жестких условиях, суровых климатических условиях. В любую погоду любой человек может прийти купить рыбу. И нет туриста, который бы не приехал сюда и не купил рыбу. Ничего себе, какая рыба! Это нельма. Какая? Нельма, царская рыба. Ровно 10,5 килограммов. И не только такая, разные рыбы здесь продаются, и мы сейчас с вами это посмотрим. Пошли домой. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, сколько у вас рыбы? Какая это рыба у вас? Откуда она привезенная? Наша республика очень богатая разной рыбой. В основном у нас идут чиры, это Устьянский район, пожалуйста. Есть чекурдах, колымский есть. Есть у нас еще белорыбица, омуль есть, муксун есть. Это та рыба, которая делает строганина? Это та рыба, из которой делают строганину, знаменитую. Индигирку тоже, наш любимый салат. Также есть у нас есть караси наши знаменитые. Караси, они сильно отличаются от западных? Конечно, очень много. Тоже вот говорили нам, то, что наши караси якутские самые вкусные. И по вкусу, и по запаху, и по лечебным свойствам. Караси наши отличаются. Даже по лечебным свойствам. Многие приходят покупатели, старики, вот, которые говорят, что издревле считалось при простуде, при некоторых воспалительных заболеваниях караси очень помогают. Даже берут желчь от карася, делают тоже настойки. А вот вы стоите всю зиму, и как вы не замерзаете? Холодно же, тут постоишь минут 15, уже холодно. Ну почему? Мы, конечно, одеваемся,
Обувь мы тоже меняем. У меня, например, 2 валенок, в которых я раскладываюсь. Они более потоньше, и чтобы я могла в них двигаться. Есть более потолще уже, более утепленные, с кянчу вместе. И одежда у нас тоже. Костюм Сколько слоев? Другой. Костюм у нас есть у меня, в котором я раскладываюсь утром, чтобы полегче было двигаться. И есть более теплый костюм. А так мы внутри одеваем, конечно, кофточки. Все натурально одеваем. Пуховые платки, пуховые штаны, пуховые у нас идут жилетки, естественно, и шапки. Хорошие, добротные шапки. Сколько лет работаете? На рынке я работаю уже четверть века, 25. 25 лет? На рынке, да. Я дала 25 лет рынку. Да, это большой срок, большой такой. Как бы считаюсь уже ветераном. Да, конечно, это ветеран. И вы не хотите пойти на другую работу, которая в тепле, чтобы быть? Мне очень нравится эта работа. Да, общение с людьми. Люди у нас прекрасные тоже. Много гостей приезжают из разных регионов страны. Поэтому как бы общение, познаешь их, а не нас. Кухня тоже разная у нас у всех. Поэтому как-то интересно. И я люблю очень рыбу нашу. Вообще, конечно, очень мужественная женщина. 25 лет проработать на холоде. Все бегут отсюда, а вы здесь именно работаете и счастливы. Ну, я довольна, мне это очень нравится, потому что работу нужно выбирать по душе, по сердцу, чтобы было все хорошо. Да, все равно нас тянет обратно в Якутск всегда. Да. Потому что народ у нас очень доброжелательный, народ хороший, гостеприимный, поэтому всех гостей пусть приезжают к нам, посмотрят, порадуются нашей рыбе, нашим национальным обычаям. Туристов много, наверное. Очень много, да. В первую очередь они приходят на наш рынок. Наш рынок знаменитый по всему миру, самый холодный рынок на планете. Да, поэтому... мне вот очень нравится, что наши люди вообще в Якутии, работая в таких тяжелых условиях, совершенно никто не страдает от этого. Никто не говорит, что им холодно, что им эта работа нравится. Это нет, мужественность. Все нормально и все хорошо. Если, конечно, мы меняемся по очереди, переодеваемся, чай пьем, у нас есть комнаты. А у вас поэтому, устроено? Да, конечно, мы и чай, обедаем, все это у нас есть, теплое помещение, поэтому мы как бы полчаса отдыхаем, обедаем и опять вновь на улицу, на свое рабочее место. Как бы. Мы желаем вам удачи. Ой, чтобы были хорошие огромное, продажи. Конечно, всех гостей. Пусть приходят к нам побольше туристы на наш рынок. У нас рынок очень хороший, вся практически местная продукция у нас. Рыба, мясо, молочная продукция у нас вся местная и очень-очень вкусная. Поэтому всех гостей столицы просим к нам на крестьянский рынок. Приходите, не пожалеете. Узнаете многое и увидите тоже. А вот здесь уже готовая продукция из рыбы. Малосольная, копченая, нельма, чир, омуль. Вообще такие запахи здесь необыкновенные. О, здесь даже есть юкола. Это деликатес, который... Это национальное как бы наше блюдо, деликатес, которое она сушится, вялится. Очень вкусное. Ох. Крестьянский рынок входит в состав участников агрохолдинга Туймада, который в этом году отметит 5-летний юбилей. Агрохолдинг объединяет 9 подведомственных сельскохозяйственных предприятий на территории нашей республики. Помимо крестьянского рынка, это Хатасский свинокомплекс, Нерингринская птицефабрика, производственный комбинат Туймада, ООО «Победа», совхоз «Новый», экоферма Туймада, конезавод «Берте» и ООО «Кладовые Алекмы». Всю продукцию агрохолдинга можно приобрести прямо на рынке. Это свежайшее мясо, курица, рыба и молочные продукты. Эта продукция, как и все остальные товары, которые продаются на крестьянском рынке, проходят тщательную экспертизу в лаборатории при самом рынке. Прежде чем рыба, готовая, попадет на прилавки к покупателям, она проходит через ветеринарную лабораторию. Оксана Александровна, скажите, пожалуйста, вообще процедуру вот этого испытания рыбы. Ну, прежде, когда поступает партия
рыбная партия, да, мы смотрим по Меркурию. По Меркурий это программа? Это программа всероссийская, где все видно, где выловлена данная рыба, где и когда, откуда. В основном у нас поступает рыба с Нижнеколымского, Салаиховского, Булунского, Жиганского, Устьянского и Кобяйских улусов. То есть эта рыба получается совершенно чистая? Чистая. Можно ее употреблять и можно не бояться покупателя. Ну да, но прежде чем как попасть на прилавок, у нас все равно идет отбор проб, где мы смотрим органолептические показатели и отправляем Якутскую республиканскую ветеринарную испытательную лабораторию на микробиологические исследования и на паразитологические исследования. Вот, так что люди могут быть совершенно спокойны. Да. А вообще сколько вот перерабатывается, сколько вы делаете таких проб? Наверное, всю рыбу, которая приходит через рынок, это сколько тонн? Это в год где-то около 60 тонн свежезамороженной рыбы. А копченые рыбы тоже, наверное, примерно копченые, холодного копчения и соленые рыбы у нас где-то около 50, 40-50 тонн в год. Получается, больше 110 тонн вы перерабатываете и исследуете. Да. И вот закончилась первая передача цикла «Промышленный туризм». Я думаю, что вам было очень интересно. Вот мы являемся руководителями ювелирной компании «Керге», и нам было самим интересно посмотреть со стороны вот эти предприятия, где мы побывали, как они работают, как люди там трудятся. Причем работают в суровых таких условиях климатических, где нет таких условий вообще во всем мире. И мы приглашаем вас на следующую передачу, ждем вас. Надеемся, что тоже будет очень интересно. Мы поедем в поселок Кызылсыр Вилюйского района, и там мы посмотрим, как работает, добывает попутно газоконденсат. Они обеспечивают почти половину территории, большую половину территории республики. Как добывает голубое золото.